Международный национальный праздник Бакалдын, прошедший в Нерюнгринском районе, стал настоящим символом дружбы и взаимопонимания между народами. Событие объединило представителей разных регионов и стран и доказало, культурные традиции способны стереть языковые барьеры. В год единства народов России этот праздник обрел особый смысл и значение. Он был посвящен также знаменательной дате столетию села Иенгра, которое является важным духовным центром, где берегут национальные традиции, обычаи оленеводства, культуру и язык. Бакалдын имеет огромное значение для сохранения самобытности древнего северного народа и передачи культурного кода будущим поколениям. Этот праздник – ярчайшее выражение глубокого уважения к богатому культурному наследию, духовным традициям, самобытному образу жизни и исторической памяти эвенкийского народа. Подготовка к проведению праздника началась задолго до его открытия. Уже 9 июня в Нерюнгри прибыла режиссерско-постановочная группа Государственного театра коренных малочисленных народов Севера. С 15 июня к работе присоединились артисты театра, после чего начались активные репетиции театрализованной церемонии открытия праздника. Это все делается с очень таким трепетным отношением к эвенкийскому народу. Акцент мы сделали на Нимгакан, Иркисмо богатырь, про богатыря Иркисмо. И так как очень много есть вариаций этого нимгакана, за основу взяли нимгакан именно золотинки. Именно не было чтобы того, что неправильно, чтобы люди не говорили, что это неправильно. Все-таки работа именно с носителями культуры, именно со старейшинами, она в первом плане. Бакалдын – традиционный праздник встречи эвенкийских родов. В этот день люди собираются вместе, чтобы вспомнить обычаи предков, поделиться новостями и укрепить родственные связи. Так и программа празднования началась с торжественных встреч участников Бакалдына. На торжество стекались делегации из самых разных уголков России, а также гости из других стран, которых объединяет интерес к самобытной культуре эвенкийского народа и стремление к межкультурному обмену. Сюда я приехала в гости. Я очень люблю эту землю. И Иенгру, Нерюнгри, тут много моих знакомых коллег. Здесь учатся по моим учебникам. Есть мои ученики, знакомые, друзья. Так что это мне милая, родная земля для меня. Бакалдын – это очень хорошо, что возродили. Это не новоиспеченный праздник. Это тот праздник, который исполнялся из века в век. Это традиционный праздник. Да? Бакалдын – это встреча. Может быть, для многих это покажется странным, но это встреча Нового года. У нас другой календарь, чем у русских. И когда только уже отёк произошел, есть какое-то время, люди обязательно венки встречали, были определенные места, когда они съезжали, знакомились, обменивались. Там, если у кого дети, отслеживали, у кого кто родился, чтобы знать, где невесту взять новую, да, и так далее, поделиться радостями, горестями. Это такой был праздник души и наверное, связанный с той же жизнью традиционной, да, чем-то поделиться, что-то сделать. Обменяться, кстати, племенными оленями, чтобы кровосмешения не было. За этим тоже надо было следить. Так что целей много у этого праздника. Ну и, конечно, это встречи, это душевные разговоры. Деловая программа праздника началась со второго молодежного суглана эвенков России. Мероприятие собрало представителей молодежи из 10 регионов нашей страны, а также из 10 муниципалитетов Якутии. Суглан – это не просто собрание, это голос молодого поколения, площадка для смелых идей и совместных решений, где звучит живая речь на родном языке, где молодежь берет на себя ответственность за сохранение культурного наследия. Здесь рождается диалог между опытом старших и энергией юных. Мы проводим вот именно молодежный суглан эвенков. Он посвящен у нас традиционным ценностям. Это семья, да, как основа всего, как основа сохранения языка и передача традиций. Старт работе дала пленарная дискуссия «Эвенкийская семья. Традиции, воспитание, уважение, преемственность поколений». Семья – это основа всего. В семье сохраняются родные языки, культура, традиции передаются с поколения в поколение. И как я уже тоже говорил, вот есть же такое в детстве, мы все помним, с чего начинается Родина. Да? Она в том числе начинается с семьи. Вот. А сегодня сохранение культуры и традиционных ценностей наших народов, они
сталкиваются с вызовами, связанными с глобализацией, да, со сложной международной обстановкой, которая вокруг нас, и социально-экономическим развитием северных территорий, развития Арктики. И поэтому сохранение именно традиционной семьи имеет очень важное значение для объединения наших народов, потому что в единстве наша сила. Да, и когда у нас будут крепкие традиционные семьи с традиционными ценностями, и страна наша сильнее будет. А мы сегодня говорим о том, что, к сожалению, вот в результате глобализации всех этих современных процессов, к сожалению, утрачиваются родные языки малочисленных народов Севера, утрачиваются традиционные виды хозяйственной деятельности, да, все меньше оленеводов и так далее. Поэтому через семью вот молодежь сегодня будет обсуждать, что можно сделать для того, чтобы сохранить эти традиционные виды хозяйственной деятельности, родные языки и культуру через сохранение семьи и их традиционных ценностей. Я думаю, что это очень важная тема, которую сами выбрали ребята, и сегодня они будут обсуждать, предлагать какие-то новые идеи, проекты, и мы очень надеемся, что эта работа будет очень плодотворной, и в рамках вот этого общения, причем сюда же приехали представители молодежи с разных районов Якутии, приехали молодежь с других субъектов Российской Федерации, где живут эвенки. Вот, и каждый поделится своим опытом, своим видением, своими идеями, да, как это все развивать. Вот, а мы со стороны власти и общественных организаций поддержим все эти инициативы молодежи, потому что у нас, как говорится, дорога открыта молодым, вот, и они наше будущее, и мы будем помогать во всех их начинаниях. Весь день в рамках Суглана был насыщен содержательными обсуждениями. Такие площадки – это пространство для действий, где идеи превращаются в планы, а планы – в реальные проекты. Очень многому можно учиться коренных малочисленных народов, и прежде всего это единение, поддержка друг друга. На мой взгляд, это очень важно в нынешнее время, сложное время, в котором мы живем. И хотелось бы, чтобы молодежь коренных малочисленных народов максимально сохранила свои традиции, свои обычаи для того, чтобы передавать это в поколение. 19 июня в селе Иенгра открылась череда мероприятий международного эвенкийского национального праздника Бакалдын. Все началось с древних обрядов, бережно хранимых веками ритуалов, которые связывают прошлое и настоящее, людей и природу, земное и сакральное. Согласно обычаям были проведены эвенкийские обряды очищения, кормления реки, обряд огня и традиционные круговые танцы. В сердце Нерюнгринского района у живописного села Иенгра развернулся настоящий калейдоскоп красок, звуков и традиций. Это не просто фестиваль, это живая нить, связывающая поколения между разными уголками мира, где звучит родной язык и почитаются древние обычаи. Мы очень счастливы, что приехали. Все так необычно и интересно. Праздники меня пригласили бабушка Юлия Ларидо принять участие на Бакалдын. И с удовольствием мне разрешили наш университет Амгу. И я сюда пропал. Сочинила песню. Бираяли эвенкиел, дерудянел нугидячел, оракортын кынгилячил, кынгиляртын кынгидадячал. Аин-Маин – нить жизни Бакалдына. Само название праздника словно шепчет о вечном, о тех невидимых, но прочных нитях, что связывают поколения, хранят память предков и сплетают воедино судьбы народов. Бакалдын – это священный праздник эвенкийского народа, который он пронес через тысячелетия и сохранил его первозданную красоту поклонения природе, единения с природой. Я очень высоко ценю достижения наших эвенков в самых разных отраслях. И они идут именно из-за того, что вы сохраняете свои традиции. И сегодня к нам в гости приехали представители 8 регионов Российской Федерации,
Здесь присутствуют 10 улусов республики. К нам приехали гости из Китайской Народной Республики. Я искренне всех благодарю и приветствую. Торжественное открытие стало настоящим погружением в мир северной культуры. Театрализованное представление раскрыло перед зрителями богатство эвенкийских традиций, оживило древние легенды и показало, как бережно передается из уст в уста мудрость веков. На этой земле мы жили испокон веков. Яркая, масштабная и эмоциональная церемония открытия стала результатом слаженной работы большой творческой команды и получила высокую оценку зрителей, участников и гостей праздника. Сама программа Бакалдына была насыщенной и разноплановой. Праздник расцвел множеством творческих конкурсов, каждый из которых несет в себе особый смысл. Международный Бакалдын в этом году состоит из конкурсной программы 8 конкурсов. Конкурс песен, конкурс национального костюма, конкурс декоративно-прикладного искусства и, конечно же, конкурс круговых северных танцев. Гости праздника могли не только наблюдать, но и становиться частью традиций благодаря комплексной программе активностей. С анварской делегацией приехали, да? Я сюда пришла, чисто ради конкурса, по идее. Вот будет конкурс на эвенкийском языке, петь я буду. Это я спела о родном крае, о том, какой он красивый. Мы здесь вообще впервые на Бакалдыне и вообще в Нерюнгри. Я поучаствовал в конкурсе РКБЕ. Это конкурс талантов. Также мы поучаствовали в конкурсе нимнаканов. Мы читали на родном языке эвенкийском отрывки из эпоса. И наша делегация Красноярского края будет принимать участие, будет исполнять песни на родном языке. И вообще мы очень рады, что оказались здесь, потому что мы впервые увидели такое большое количество единомышленников, такое большое количество эвенков. И очень вдохновились на дальнейшую работу, на творчество и повезем все эти знания и опыт на нашу родную территорию. Местность Тааста, где прошел праздник, стала гостеприимной площадкой для знакомства с культурой древнего народа. Гости мероприятия смогли увидеть традиционные эвенкийские обряды, познакомиться с национальной кухней, послушать народные песни и легенды, принять участие в национальных играх и танцах. Праздник показал, что уважение к культуре других народов и готовность к диалогу способны создать пространство, где каждый чувствует себя своим, независимо от языка, на котором он говорит. Участники разъезжались с новыми друзьями, яркими впечатлениями и уверенностью. Бакалдын – это не просто встреча родов, а праздник, который объединяет сердца.